Вторая часть программы «Мордовский блок новостей». Наш главный герой Евгений Владимирович Четвергов, писатель, ученый, общественный деятель. Следующий блок новостей. Экология. Экология. Больная тема. Да. Вот кто о ней у нас заботится. Прокурор Атяшевского района привлек главу Лобаскинского сельского поселения к штрафу 5000 рублей за то, что тот не обратил внимания на просьбу местного жителя поставить контейнер для сбора твердых коммунальных отходов. Такая новость. Дальше. 16 ноября интернет-портал, сайт по-русски недвижимости домофон.ру опубликовал итоги ежегодного исследования о том, как люди, жители страны оценивают чистоту в своих городах. И Саранск третье место из 150 городов. Первое место. Опять Третье. Первое Анапа, Краснодарский край. Второе Сургут, Тюменская область. Ну, тоже круто. И еще, кроме того, Саранск уже 6 раз был призером и входит в группу из 2 десятков самых многократных победителей другого конкурса. И самый благоустроенный город России – это проводит Федеральное агентство по строительству и ЖКХ Российской Федерации. Дальше. Greenpeace России тоже нами восхищается. В прошлом году, в марте, опубликовал рейтинг городов. Больше 160 городов принимали участие. И Саранск первое место, присвоен титул самого удобного города для раздельного сбора мусора. И Москва, допустим, на 40-м месте. У Москвы только 8% горожан видят во дворах контейнеры для вторсырья. 8, а у нас 80. Дальше. Конечно, благодарить мы за контейнеры должны вот какую компанию. Ремондис Саранск, которая в 2012 году, германская компания, здесь обосновалась в Саранске, взяла пример одного из самых таких, казалось бы, обреченных городов с этой точки зрения. Там замечательный гендиректор Светлана Владимировна Бегессе. И она вот здесь поставила на такое дело, что за несколько лет мы вышли на первое место. И вот интересно, что куда увозят мусор из Саранска? Оказывается, что бумажную, спрессованную макулатуру везут в Пензу на фабрику «Маяк», а полимерное сырье в Тверь везут. Но это только 12%, а все остальное идет на полигон для захоронения, отравляет почву. Как вы оцениваете ситуацию с экологией и вот приведенные триумфальные награды? Хорошо. Можно встать? Можно. Вот. Я написал статейку. Маленькая статейка, я ее прочитаю сейчас. Но скорее возвращайтесь в кадр. Да, а то зрители подумают, куда исчез Евгений Владимирович. Быстро. А у нас еще впереди будет 3 блока новостей. Возмущению нет предела. Вот Так. Вот. Что случилось? Вот, во-первых, коротко я не могу. Да, Саранск, конечно, не сравнить. Можно не коротко. Вот, это действительно все прекрасно. Но как в статистике есть, говорят, самая большая ложь – это статистика. Так и здесь. Все хорошо, все прекрасно. Но мусор не перерабатывается же. Целиком везут туда, где загрязняет и почву, и воздух, и прочее. От чего московские свалки, как известно, что делается. Прочитал, вот дошли до того, что железнодорожные составы везут в Архангельскую область, эти отходы московские, и в Калужскую область. А железнодорожную отправить, их надо вначале спрессовать, значит, надо создать такую машину, погрузчиков и прочее. Вот что такое без переработки вести. Их надо в первую очередь перерабатывать, распределять, не перерабатывать. Вот живу я на Севастопольской, 17, 3 контейнера поставили. Общие, дали бумага, полиэтилен и бутылки всякие полиэтиленовые, пластмасса. Все 3. Но я смотрю, что делается.
Да ничего не делается, бросают все, как попало. Ну, часть там попадает, но в основном все эти полиэтиленовые узлы все бросают туда не глядя. Вот что. Как я здесь вот предлагаю, не буду считать возмущение предела, я предлагаю обязать этих дворников, естественно, не бесплатно, а за плату, утром организовать прием и распределение этих отходов по контейнерам. Но они потребуют деньги, скажут, вот потребуются финансы. Но это дешевле будет. Ну и кроме того, о чем мы уже говорили, надо тратить деньги по назначению. Зачем понастроили этих церквей в каждом поселке? Там же миллиарды. Вот деньги. Что, куда ходить? Вот конкретный пример мы писали здесь. Мордовская епархия напротив какого здания? Горсовета. Построила епархию здание 4-этажное. Пустует сколько лет. Мыши там одни бегают. А ведь потратили-то, опять же, миллионы. Вот деньги. Но вы все-таки мышей не видели, а то они обидятся, Евгений Владимирович. Ну ладно. Это уж вы... Ага. Но действительно ходил у меня, там мало народу, там нет, пустуют комнаты. Это ладно. Второе. Разработать перечень штрафов за каждый кулек, который ты бросишь не по назначению. Ведь во многих городах Европы там за окурок, и то надо бросить туда, куда надо. А у нас кульками, тоннами бросают туда. Вот. То есть надо систему штрафов и штрафовать. И штрафовать будут именно эти вот уборщики, дворники. Третий пункт – это реклама. На этих ящиках, в школах, везде должна быть такая разъяснительно-рекламная работа. Это внушить надо, в сознание людей ввести надо, чтобы действительно оценили это страшнейшее положение с экологией. Это в аргументах я прочитал, что творится в мире. Мировой океан загрязняется, и какие-то химические процессы отрицательные проходят. Это действительно катастрофа планеты. И надо объяснять это все ученикам, в школах, везде, в газетах. У нас нет этого. Есть у нас Министерство экологии. А где это министерство? Почему не позаботиться, чтобы мусор распределяли по качеству? Сортировали. Сортировали, да. Помню, давно читал материал про Германию, переработка бумаги. 80% бумаги они делали из вторсырья. Вот где. Писали мы про Японию. Распределяет, сортирует на 8 частей все отходы. И сортирует. А у нас на 2 части не можем никак их распределить. Твердые такие. Вот и все. Ну нет пропаганды, нет рекламы. Вот от этого и все беды. Вот вы говорили за штрафы штрафовать, а не за штрафы, а за курки. А курки могут приводить к пожарам, поэтому следующий блок новостей называется «Пожары». Министерство чрезвычайных ситуаций Мордовии отчиталось, что этой осенью за 3 месяца 183 пожара, на 5 случаев меньше, чем прошлой осенью. Из 183 146 в жилых зданиях. И вот пример, как бы говорящий сам за себя, что утром 25 ноября в Ковылкине на улице Комсомольской в доме в частном сгорело муж и жена. И соседи говорили, что он был за день до этого в нетрезвом виде, и кроме того он много курил. И нашим телезрителям напоминаю, что телефон, если пожар, звоните обязательно 101. Как вы считаете, у нас с пожарной безопасностью и в том числе, насколько люди просвещены, как не допускать пожара? Как я считаю, с чего начинать? Все начинается с детства. Все начинается с воспитания достойного человека. Конечно, пьяный, и он не один, естественно, они долго не проживут. Вот это одно. Второе. От культуры человека зависит, от воспитания, от культуры.
зависит многое. Отсюда и окурки бросают, и траву поджигают, это пожароопасные, ну и другие. Вот у меня все коротко. Следующий блок новостей тоже называется «Военно-промышленный комплекс». 1 декабря, будем считать это ноябрьская новость, Министерство обороны сообщило, что на опытно-боевое дежурство в Ковылкинском районе снова заступила радиолокационная станция «Контейнер. Новое поколение». Эта станция будет контролировать на расстоянии 3000 километров более 5000 воздушных объектов, ракеты и тому подобное. И причем это будет контролироваться, это уже доработанная станция, она была в 2013 году запущена, но тогда мы только следили за тем, что происходит над Европой, вплоть до Великобритании. Все ракеты, все на свете. А теперь мы и азиатский регион контролируем. Из Ковылкина у нас, ну, конечно, мы вероятный противник у нас есть. На нас все хотят напасть. Нам как бы иначе для чего мы тратим такие миллиарды рублей? Вот. И причем часть как бы оборудования было сделано на Саранском телевизионном заводе. Как вы считаете вообще, нужно ли как бы нашим жителям Мордовии, чтобы у нас стоял такой гигантский объект военной промышленности? Какая польза, может быть, какие-то недостатки у этого? Я не военный человек, все-таки, но для меня непонятно вообще курс на вооружение. Говорят, надо охранять, надо беречь, надо защищаться, это все да. Но все-таки человечество должно двигаться не к дикости, а к цивилизации, отказаться от этих ракет, станций, радио и прочих. Должен все-таки человек становиться человеком, а не вот такой дикой зверью. Вот о чем речь идет. А так, ну поставили, нас не спрашивали, буду следить, все хорошо, но в принципе все-таки пацифизм, так и да, должен доминировать над всеми этими процессом вооружения, бряцанием, как говорят, оружия. Хватит. Ведь давно известно, что накоплено всего этого взрывоопасного на планете столько, что эту планету можно вдребезги разнести. Много раз. И много раз. Ведь это изречение, что если в первом акте висит ружье, в четвертом акте обязательно нужно выстрелить. Это театральная тонкость. Так и это. Когда-никогда это все взорвется, наверное. Вот. Читал недавно в интернете про маяк, это Челябинской области, катастрофа была атомная была, а потом знаменитая вот эта Чернобыльская. А дальше что будет? Где гарантия того, что еще будет что-то страшнее? Вот как я смотрю на эту радиолокационную станцию. 10-й блок новостей. Называется «За пределами Мордовии». Что у нас произошло? Самое интересное, что мне хотелось бы обсудить с вами. 28 ноября в Грузии прошли выборы президента, и во втором туре 60% почти набрала женщина Саломе Зурабишвили. Она была как бы сотрудником Министерства иностранных дел. Вначале и во Франции было двойное гражданство, потом она отказалась от второго гражданства, чтобы ей разрешили участвовать в выборах. Михаил Саакашвили назначал ее министром иностранных дел, снимал, и вот она сейчас стала президентом. Как вы относитесь к тому, что вообще женщины становятся президентами, и стоит ли нам брать пример? Может, это как бы улучшит ситуацию в стране? Интересный вопрос. Да, вот я помню, в Финляндии была женщина, теперь в Англии женщина, и была до этого Маргарита Тэтчер, тоже женщина. Вот, ну, как сказать, если достойная найдется, пусть правит. Проголосуйте за женщину, президента России, если будет конечно, достойна. Конечно. Вот. Ну и потом
Грузия это все-таки другая страна, другие порядки, надо знать там как что чего. И вообще, я считаю, не надо все эти стрелы направлять на кого-то, но только не думать о себе. Ну вот и про Украину я. Но и сутками, годами одно и то же, одно и то же. Но неужели это непонятно? Больше, чем о событиях в самой России Вот именно. Как будто живем мы не в России, Да. а там то ли в Америке, то ли еще где-то. Ну куда? Неужели это средства информации, Министерство печати и агитации не знает это все? Или Путин не знает это все? Непонятно мне это. Но пусть женщина будет. Ничего, в Финляндии была, все нормально было, ничего страшного. А у нас вот что получается не то. Эти фильмы лучше не смотри, газеты лучше не читай, все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вот. Но меня больше всех волнует из всех новостей то, я пока еще сегодня хотел зайти в Министерство образования, но вот позвоню, приеду домой, один учитель рязанского языка. Вначале мне сказали, оставили 1 час в неделю на рязанский язык. 1 час. Вполне понятно, что это не решение проблемы. Ладно. А потом мне сказали еще журналистятка, 1 час и то факультатива. Это значит все, это похороны уже, все. Вот про это никто не говорит. Абсолютно никто. Заходил в интернет, думаю, в каких странах еще так грубо, нелепо, цинично уничтожаются языки других народов. Не нашел. Нашел только в Баку. Я уже говорил, наверное, да? Баку. Там преследует один народ, корни которого в Иране. А Азербайджан это бывший Иран. Это понятно. И вот их стараются записать азербайджанцами. Ну а дальше они продолжат поиск. Что значит азербайджанцы, что значит азербайджанский язык. Какой-то язык, значит, есть. А в других странах ничего я не нашел. Хотя вопрос по-разному повторял, думаю, все найдется. Ничего нет. Это не знаю. Я считаю, это недопустимо. Недопустимо. Это же культура. Тысячелетиями она складывалась. Беречь надо. И вот у них, у Путина в том числе, вероятно, и еще я опасаюсь, что Алексеева не помогала этому процессу. Уж слишком учтиво относится Путин к Алексеевой. Людмила Алексеева, это хельсинская группа. Вот. Боятся они то, что эти народы как бы не привели страну, государство к развалу. Ничего нет. Только федерация, и хорошая эта форма, писали марийцы. У меня статья была, это самая удобная форма сожительства всех народов. Общая армия, общая валюта, общее все, и все прекрасно, все хорошо. Зачем каждому человеку там иметь свой завод, свой автомобиль и прочее, прочее. Это хорошо. Просто надо соблюдать Конституцию. Я уже говорил, посылали перечень нарушений в Госсобрание Конституции. Увы, ответа нет. Практически теперь можно сказать в России Конституция, 2 конституции. Конституция для всех прочих и Конституция для верхних этажей. Все. Они не признают эту Конституцию. Права народов, права голоса. Ну, кстати, свобода голоса, как называется? Статья это свобода голоса? Нет, право голоса. А? Свобода, печати, свобода слова. Свобода слова. Ага. Но это же пустой звук. Нет никакой свободы. Какая свобода? Это кто мне рассказывал? Женщина вышла опротестовать пенсионные дела. Одна. А больше не имеешь права протестовать. Только 1 человек. Но это же вообще не укладывается. Смотрю, Татарстан, человек 100 там собралось все-таки. Это 1 человек и забирают. Если вдвоем, ты можешь пройти по городу друг от друга на расстоянии 100 метров со своим плакатом. Но это вообще не укладывается в голове. Вот свобода слова называется.
Все свобода. Даже мы, когда были у этого Шезганова, Сельганов тогда был, сейчас полномочный представитель, кажется, а тогда был зампредседатель, чтобы начальником большим. Но мы попросили, чтобы помочь газете нашей. Ни в коем случае. Чтобы слово «Путин» что-то там не было. Вот свобода слова. Ну как это так? Это выходит ложь. А на лжи далеко не поедешь. Сплошная ложь получается. Обман народа, недоверие народа к власти. А доверие должно быть, я читаю сейчас, Познера читал, в аргументах и фактах. Он 12 фильмов издал про скандинавские страны. Вот. И вот там он дал небольшой комментарий этим фильмам, и что там он видел. Доверие народа к власти – это у них основа основ. И вот вспомнил, не случайно же был пристрелен президент Швеции, помните? Нет, да? Пристрелен. У них ни охраны, ничего. Он шел в магазин купить хлеба. И его уничтожили. А что там президент Швеции? До Финляндии я был. Совещание было, называется, совещание финно-угорского общества. Не, финно-российского общества. Там по-другому как называется. Но дело не в этом. Ожидаем, когда все собирается. Смотрим, подъезжает наш депутат парламента, подъезжает на велосипеде. Ну, для нас это было вообще шокировано. Вот как доверие власти. Это тоже признак. А у нас машина, вторая, охрана, предохрана. Вот так вот. Доверия нет. И не случайно во всех магазинах это стоят вахтеры по 5 человек. Я чуть-чуть утрирую, правда. Но вот так вот каждому никакого доверия. Ни к народу. Ограды вокруг всех зданий, изгороди. Вот и все. Евгений Владимирович, напоследок только скажу, что развею ваши сомнения по поводу Людмилы Михайловны Алексеевой. Я вот вчера слышал, были ее похороны, и там туда приходили люди, которые рассказывали, что мы представители какого-то малого народа, и Людмила Михайловна боролась за то, чтобы нас не притесняли. То есть, скорее всего, у нее мировоззрение было такое: защищать слабых, беззащитных, а то, что она для того, чтобы, так как она была как бы организатором общественной организации, ей приходилось иметь отношения с властью для того, чтобы находить компромиссы. И эти компромиссы нельзя было бы находить, если бы она находилась в таких сильно конфликтных отношениях, в том числе с Путиным. И именно поэтому как бы Владимир Владимирович ей подарки и как бы реверансы, и в том числе присутствовал на похоронах. То есть, скорее всего, это ее тень на нее не бросает. Может быть. Да. Но я нашим телезрителям напомню, что нашим сегодня главным комментатором новостей ноябрьских из жизни Мордовии был один из создателей национального движения Мастарава, бывший редактор общественной газеты «Эрзин Мастер», кандидат сельскохозяйственных наук, писатель, основатель фонда спасения эрзянского языка имени Анатолия Павловича Рябова Евгений Владимирович Четвергов. Спасибо вам, Евгений Владимирович. Пожалуйста.